Принято считать, что школьные годы – это самое беззаботное время. Однако нельзя забывать, что школьники тоже сталкиваются со стрессом. Экзамены, ожидания родителей, общественное мнение. Кому-то учеба дается легко, а кто-то тратит на нее все силы. В понедельник, 3 марта, мы посетили обе школы города Гал. Во второй школе имени кавалера ордена Леона Джансуха Муради ученики рассказали нам, что интересует подрастающее поколение и с чем стремятся связать свою жизнь будущие выпускники. С чем хотите связать свое будущее? На юридический поступить, а потом уже как пойдет. Я хотела бы поступить на медицинский и выучиться на врача. Я хотела бы стать учительницей английского языка. Я хочу стать педагогом. На данный момент, исходя из моей профессии, я увлекаюсь тем, чтобы развить побольше английский язык, чтобы уже подготовиться к поступлению. Я хочу стать, когда вырасту, учителем математики. Я, когда вырасту, хочу стать хирургом и помогать людям в очень трудной ситуации. Я бы хотела стать учителем по рисованию. У меня это сейчас хорошо получается. Я хожу на кружок рисования и хотела бы попробовать. Младшим я в первую очередь хочу посоветовать то, чтобы они развивались больше всего в школе, ну и, конечно, вне школы, чтобы было уже дополнительное развитие. Но насчет школы и подготовки экзаменов хочу посоветовать то, что после вот именно на том моменте, где надо подготовиться к экзаменам, чтобы они не совсем сидели и читали, ведь это можно сделать и до этого, и подготовиться заранее. Так что вот такой маленький совет. Я могу посоветовать, чтобы они учились больше, чтобы к 9 классу не пришлось им все заново учить. Главное быть внимательным на уроках, а то потом в дальнейшем будут проблемы. В первой школе города Гал имени Агумава ученики отмечают, что несмотря на трудности с выбором профессии, важно следовать зову сердца. Я бы хотела стать психологом. Я считаю то, что профессия психолога мне больше роднее. Я люблю слушать, поддерживать людей. И я считаю, что я более разбираюсь в этой сфере. Я бы хотела поступить на адвоката. Я хочу помогать людям добиваться своих целей и добиваться справедливости. Я хотела бы стать ландшафтным дизайнером и архитектором. Мне нравится творчество, и всегда можно будет пробовать что-то новое. Я бы хотел стать ютубером, потому что я как бы хотел заниматься ютубом, вот, и стать механиком одновременно. Я бы хотела стать ветеринаром, потому что мне жалко бездомных собак и кошек, потому что они болеют, они голодные, и я хочу их лечить и кормить. Я бы очень хотела стать врачом, чтобы помогать близким и другим людям. Я бы хотела стать сердечным хирургом из-за того, что мне жалко многих людей, у которых проблемы с сердцем. Я бы им делала бы операции бесплатно и с скидками, но мне их просто очень жалко. Я бы посоветовала младшему поколению идти по своей, так сказать, дороге к своим целям, как они хотят, свободно, без всяких переживаний. То есть нет смысла переживать насчет экзаменов, выучатся, сдадут, это обязательно, конечно, и чтобы каждый шел к своей мечте, к своим целям. Очень важно прислушиваться к своему сердцу. То есть самое главное – это ваше мнение. Конечно, мнение окружающих, мнение близких очень важно, но когда ты идешь по зову своего сердца, то у тебя обязательно все получится. Ребята ставят перед собой разные цели. Кто-то хочет стать хирургом или преподавателем, а кто-то певицей. Как и у каждого подростка в этом возрасте, их мнение до окончания школы еще может не раз поменяться. И, конечно, школа и родители помогут им определиться с выбором. Рада Цулуке, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа.